в эфире очередной выпуск «Битого часа». И мы уже, можно сказать, традиционно подводим летний сезон с художником, общественным деятелем и по совместительству с моим другом Адгуром Дзидзаре. Здравствуй, спасибо, что в такую жару пришел. Добрый поговорить день. Про наше жаркое лето. Как, кстати, лето твое прошло? Ну, сейчас будем дурака валять, что ты в курсе, как оно прошло, и мы... Ну, чтобы другие да, знали. И сетовали часто. Ну, жара, наверное, на всех действует так. В общем-то, лето было жаркое, но мы же еще это усугубляем как-то какими-то неудобствами. Вот, собственно, поэтому с какой-то надеждой смотрел на неизбежную смену сезонов, потому что неизбежно будет осень, хотя в детстве, конечно, лето ждал, и это была самая лучшая пора. Праздник, ожидание праздника. Да. Ну вот мы тот сезон, помнишь, что вы вспоминали этот паровоз злосчастный, их прокачу. А вообще как набережная, как курорт, что изменилось, что не изменилось? Я скажу, то есть в лучшую сторону трудно как-то вот на ум не приходит, что изменилось. Если мы о набережной, потому что мы почему о набережной говорим? Да, единственная такая рекреационная зона, где вообще весь народ там и такая отдыхает. Наша такая сцена, основная летняя сцена. То есть тут особо мы уже говорили, по соседним улицам тоже не погуляешь, потому что тут тротуары, и везде машины, и в общем-то сложно. Да, поэтому, но набережная тоже везде старается и взрослыми машинами, там, и детскими, о которых уже, там, не знаю, только ленивый не говорил, о вот этом броуновском движении каких-то разновидностей, всевозможных и размеров, и эти дети, которые впервые там садятся, и неуправляемость, в общем, такая становится полоса препятствий набережная. А идеальное, я имею в виду уже там вот звуковое оформление, и на уровне запаха, там эти костры шашлычные, то есть... Хоть в чем-то стабильность, скажи. Нет, вот я и как раз скажу, что вот чем отличается, это то, что море, по-моему, еще хуже стало. И то есть вот перспектива совершенно очевидная, даже не надо никаким быть там конспирологом, да, чтобы видеть динамику, вот куда все движется. Ну, я так вот и слышал разговоры, и спрашивал, интересовался у тех, кто занимается курортами, там, курортным бизнесом. Они говорят о том, что, конечно, это новое такое веяние, то, что вот эти большие отели, которые избивают цену и как-то на себя примагничивают клиентуру, и многие отели среднего, там и такого, небольшие отели, я имею в виду, гостевые дома, они, конечно, не добрали отдыхающих, как я понял. Итоги, наверное, пока рано подводить, но вот какие-то тенденции складываются. А то, что там со сточными водами происходит, я вообще не понимаю, в чем проблема людям, которые там вкладывают десятки миллионов рублей в строительство, их обязать вложить миллион на септик, там, на какие-то очистные сооружения. Я просто не понимаю, это же очевидно. Почему у нас это очевидно всегда невероятным становится? Я не знаю, может, какие-то планы такие, что вот у них будет застолблено место, а потом как бы некий статус там изменится, что-то изменится кардинально, и вот тогда там все пойдет там как по маслу. И вот потому что... То есть они инициаторы должны, не государство, не те, которые определяют нашу жизнь, регулятор, а они регулируют нашу жизнь. То есть частный собственник, который там строит, как ему удобно. Когда он заработает, потом может на септик. У нас вообще все стихийно движется. Вот давай в общем возьмем, да? Вот автомобильное движение. Вот мы же видим, что настанет момент, я уже точно говорю, что просто когда физически остановится. Да, мы с Хагушевым Алхасом говорили как раз на эту тему. Да, то есть вот две тенденции. Это будет город стоящих машин с абсолютно грязным морем, вообще токсичным, морем. Да, просто опасным. Больницы переполнены. И все. И это совершенно очевидно. Тут, я не знаю, к бабке вот не ходи, это совершенно очевидно. Поэтому на что вот этот расчет, оно даже сейчас уже не справляется, вот эта система. А если уже кто только не сказал, да, об этих апартаментах, что все это требует инфраструктуры, серьезной инфраструктуры. А у нас я же говорю, все движется стихийно. Абсолютно стихийно, то есть нет никакого там прогнозирования ситуации. Автомобили, это дешевые, получается, в приобретении,
не знаю, выгодно, наверное, как-то, но вот везут и везут. Плюс праворульный, то есть становится еще вообще вот это микс такой странный. Это же просто... Старые автомобили. Плюс старые, потому что, ну, ведь как это все должно действовать, это уже давно разработано. И даже эти уже, как препятствия, как это преодолевается, там, когда, например, там автомобили там четные и нечетные номера, да, ездят, люди приобретают две с разными номерами. То есть мир прошел уже все это. Городской транспорт, там много моментов, естественно, рецептов решения этой проблемы. Ну, надо в нее упереться и потом ее решать, а ну, прогнозировать вот, никак не получится. Ну, то есть это петух должен клюнуть, называется. Ну, то есть по-другому, а как, я не знаю, но какие-то вещи... Я уже как-то, я понял, я как в джунглях, да, вот я там на свой велосипед сажусь, и где можно там пытаюсь проехать. На рынок уже, например, на велосипеде нет смысла. Мне потому что там, допустим, 5 кварталов идти, да? Ну, себя субъектом сафари чувствуешь. Ну, да, нет, я еще кое-как, там хоть они вот по Гуле сделали этот тротуар, там можно даже по тротуару, хотя вообще-то велосипед должен по проезжей части ездить, и у него есть свои... Выделенная полоса. Ну, официально, если не выделено, если нет разметки, то вообще считается от бордюра, вот метр это, но у нас этот метр самый убитый обычно, ну, если это дорога такая. Рытвенный и так далее. Да, то есть это там обычно выбоины, там лужи, это уже говорил, олеандры свисают, то есть это всегда худшая часть. Ну, то есть я за 2 квартала должен сойти, потому что там с этим рулем там не пройдешь просто. То есть там только можно бочком. Ну, вообще, эта тенденция, когда надо ждать, когда проблема случится, и потом ее решать, она у нас, честно говоря, ну и в политике, и там, и во всем. Вот в политике, кстати говоря, это лето достаточно интересным. Может, это интерес такой тоже немного страшноватый для нас. Например, очень какие-то тектонические сдвиги происходят вокруг нас, а мы опять же не хотим видеть каких-то проблем, опять ждем их, чтобы они случились потом в авральном порядке. Например, меня очень беспокоит там ситуация, вот эти кульбиты, которые в Грузии сейчас происходят, и об этом... Флюгер развернулся. Да, но об этом говорят и пишут достаточно... Я знаю, ты очень серьезно, по крайней мере, методично смотришь такие паблики, посвященные кавказской политике. Это у вас семейное, наверное, про историю, наверное, к истории внимание такое иметь. Но там в Грузии, вот мы когда перед съемкой тоже вспоминал фразу Шеварднадзе, он на съезде партии, по-моему, в 1971 году сказал, что для Грузии солнце всегда встает с севера. Да. Вот оно опять, у них такая изменение в космогонии, опять оно становится с севера встает, а мы как-то на это никак-то не реагируем, как всегда. Я не политолог, конечно, я вообще сейчас избегаю вот какие-то тяжелые темы для себя, ну, потому что это, может, психологическая защита, да, я стараюсь не смотреть, но выборочно, знаешь, так тестируешь, вот выборочно, потому что YouTube, он же тоже, у него есть свой алгоритм, как он, и он вот какие-то вещи, потому что они почему, есть какие-то вот такие там подкасты, там ведут эти вот грузинские, ну, я не знаю сейчас, они вряд ли частные лица, то есть блогеры это есть, такие, да. ну, это условно, но я думаю, что они именно на русском, когда они вещают, это же явно рассчитано за пределы, то есть информация которая появилась за пределы. вот сейчас, в этом году буквально. То есть, и вот я смотрю, и это вот хочешь не хочешь, да, то есть, во-первых, разнообразие, но все... бьют все в одну они, точку, да, в одном направлении. Да, и там даже если есть критика какая-то, как бы, вот там есть, например, традиционно, там, критикует, он все время приглашает каких-то специалистов по Абхазии там, и так далее. У них очень, конечно... Мы назвать их не будем, чтобы не рекламировать, но нет, конечно, но... обрисую. Да, но, какая тенденция там? Это, ну вот у них там тоже своя тенденция, у них очень вообще смешно. Я думаю, ну как-то логика должна присутствовать, да, вот они все время нам твердят, что тут это вот оккупировано и все решается в Москве, абсолютно все, но при этом... Но эта мантра сохранилась. Это нет, там это все, оно, что-что, а вот есть вещи, в которых у них полное единогласие, но при этом они как бы укоряют абхазов, что те не хотят там возвращать беженцев, то есть вот те же беспомощные, по их словам, абхазы, которые ничего не решат, вдруг вот мгновением сложнейший вопрос вообще во всех конфликтах, всегда. А они хотят, чтобы вдруг вот не становились абхазы как-то вот мгновением там, палочки. Ну, у них получается, и думаю, что у нас может получиться так вот ментально быстро кульбит сделать. Такой нет, они, ну как, тему возвращения, вот как в их представлении абхазы раз и сразу сказали, да, давайте. Во-первых, мне странно, что, то есть мы должны думать
если уж говорить о беженцах, об этом там говорилось. Есть, например, депортированные из Абхазии в свое время, выселенные этнически, проживавшие здесь, то есть вот коренные жители абхазы, которые оказались за пределами. Веками, которые тут. Да, которые вообще там, это трудно отсчитать. И чуть назад. больше века, как Да, были и, изгнаны. собственно, почему мы не должны, вот, следуя здравому смыслу, озаботиться этим, а должны вернуть, как бы они ни говорили там о своей здесь автохтонности, но ведь любой серьезный ученый, тот же грузинский ученый, он признает, что все-таки основная масса в 20 веке переместилась. Перепись населения об этом говорит. И 19 Ну, конечно, века, даже 19 век, когда... года перепись, 1900, имею в виду, всероссийская была перепись. Там факты налицо, а потом, и при этом успешно кто-то вспоминает только месхетинцев. Ну, когда там в полемике в основном или в комментариях, там, конечно, всплывают, но ответы всегда есть. И это вот такие верткие ответы. Это считается, что вот как типа вот здорово обвели вокруг пальца. То есть, но вещи остаются на своих местах. И факты остаются фактами. Ну да, если о принципах говорить, то ты эти принципы не соблюдал там, почему мы должны соблюдать здесь? Не, ну там вот просто вообще во всей этой вот сама концепция, она очень такая софистическая, она все время вот любыми путями, но остаться при своем мнении. Там нет вот диалога, который там ведет или пространство для нашей точки зрения в своем сознании. Ну, нас вообще как-то говорится очень свысока, всегда высокомерно, всегда в общем, таким тоном. А вот там вот ты рассказывал, бывает такая полемика достаточно интересная с северокавказскими блогерами и грузинских блогеров. Можешь чуть-чуть раскрыть тему? Как вот я, честно говоря, не настолько слежу. Я сейчас даже не от периода переселения, я имею в виду, когда кавказские народы в 44-49 да, там достаточно жестко, и, кстати, там документальные кадры, и они очень такие красноречивые. И я сейчас не буду, конечно, это все озвучивать о фактах, но когда это подается, когда там стали возвращать на свои места, там тех же чеченцев, там карачаевцев, балкарцев, ну, в общем, тюркоязычного они же пытались все это выдавить. И что как великое достояние, то, что вернули дома, вот, во-первых, как они там оказались, спрашивается, да, ни с того ни с сего, там, в основном сваны, конечно, при Эльбрусе, которая вдруг грузинским стала. Но это все, это такие факты известные, я не знаю, если кто-то совсем не хочет интересоваться, так смысл ему об этом говорить. А кто интересуется, тот сам, ну, информация есть. Ну, информационное поле — это тоже одно из таких сейчас очень важных полей, где все эти мнения стали. Насколько мы адекватно представлены вот в этих дискуссиях, которые сейчас происходят, вот на этих полях информационных, блогерских. Вот видишь, появляется очень много грузинских блогеров, их точка зрения, гостей. А у нас кто? Ну, можно, наверное, по пальцам пересчитать. Кто... Можно. Это отдельная тема. Мы очень как-то много вещей, потому что, ну, в смысле, сейчас свели в одну тему. Это очень сложно, потому что мы вот говорили о нашем состоянии, о курортном состоянии, о том, что у нас. Ну, в принципе, одни и те же. Не реагирование, не прогнозирование. Мы вообще, вот я вот возвращаюсь опять, да, ну вот как-то переплетается. Мы вот какие-то, у нас вообще есть какая-то идеология своя. Вот я, например, не ощущаю ее. Я живу в каком-то параллельном мире. Не, она какая-то остаточная есть, такая инерционная, в 90-х созданная, но парадигма с тех пор изменилась. И вокруг нас, мы сами для себя, что мы хотим, как мы этого пытаемся добиться. Вот хотели признания, добились. Дальше у нас какое-то у нас как за мантра вот это признание, и сейчас требует в первую очередь там признания от кого-то. А суть разговора, о чем, что признавать, вот качество самого того, что надо признать, вот об этом вообще речи нет. Как нам вообще свой статус, экономическую модель, какую нам вообще выстроить, и всю прочую, идеологически об этом говорим. Политическая система нуждается там в реформах, вот в год у нас тоже выборные. У нас вот оно все идет, как идет, и как будто бы оно все хорошо. Вот и я еще обратил внимание, почему вот так, мне кажется, что вот эта аморфность, и чтобы ей придать хоть какую-то, да, конструкцию, все вот эти вот праздники какие-то, очень как-то оно все раздуто,
Вот, ну, потому что это хоть какие-то вехи, да, вот Несоответствие обозначение. формы и содержания, так скажем. И вот как мантра опять, вот за это все держится, потому что это хоть какой-то облик такой, да, вот это государственные праздники, там ура-ура, и там этих И все фейерверков не завершается жалеют. обязательным фейерверком. Да. Вот прям Я думаю, этих бы денег, вот сколько полезного, опять же, посвященное там вот даже тем же событиям, но более как-то рационально. вот плавно как раз цепляясь вот за этот тезис, вот хотел бы тоже с тобой поговорить вообще о роли культуры, опять же, в контексте развития государственного какого-то, и вообще значение интеллигенции. Опять же, вернем, мы эту тему с тобой как-то затрагивали. Вот недавно пост был Тенгиза Джопа, он говорил про кино, и насколько оно, там сейчас на Ургармеле опять его фильм получил серьезный приз на серьезном фестивале. Там Тенгиз неплохой фильм снял, первый его дебютный фильм. Это все было сделано в прошлом году, то есть был конкурс объявлен Министерством культуры нашим, и давали, то есть, возможность снимать фильм, но старались давать, чтобы это были новички, чтобы снимали. В этом году этого не стало, деньги очень небольшие, там буквально 1 миллион с чем-то было выделено на там, 5 фильмов, по-моему, 3 документальных и там 2 художественных короткометражек. Это такие копеечные деньги, это цена, наверное, фейерверков, которые мы тут раз в неделю слышим. И вот это несоответствие вот этих праздников иногда, не совсем понятных мне в нашей ситуации, когда полно других проблем, Да. и есть актуальные вещи в той же культуре и искусстве, которые надо развивать. Я уже про галерею нашу сгоревшую, это уже просто... Притча во языцах. Да, притча во языцах, но, по-моему, не у всех, только у нас, может быть, в определенных каких-то небольших кругах. Куда мы идем в этом смысле? Тебе рисуется вообще сейчас? Как у тебя с творчеством? Нет. Это тоже, это может, как сказать, я хочу свое молчание это превратить в художественный акт, потому что это тоже есть, потому что, да, вот это... Это Абрамович, по-моему, такой тоже делал, как его... Ну да, это есть такое, что если это не испортит тишины, да, то есть вот молчание, оно же как молчание, оно и есть молчание. Самодостаточное. А вот если ты что-то производишь, да, это вообще как это не множить сущее без необходимости, да, то есть вот если без этого можно обойтись, то лучше этого не делать. Ну, этим принципом, кстати, власти пользуются. Можно без искусства как-то вот такого? Запросто. Вот ну, имитацию какую-то, у нас вообще больше имитации. У нас вот даже вот эти вот, возвращаясь к празднику, во всем есть какая-то вот картонность, какая-то муляжность. Знаешь, вот какие-то процессы, которые вот муляжные. Я не удивлюсь, что скоро картонные танки будут вообще. Ну, детские танки уже по набережной Ну, бегают. это да. А так... Я, честно говоря, я даже не могу, галерея еще хоть, то есть выставочный зал, он как-то еще хоть... Делается. Нет, но он обозначал какую-то там художественную жизнь, то есть так или иначе, какие-то там выставки делались, там колода так менялась. Наличие коллекции такой достаточно шикарной. Это галерея, я имею в виду саму... выставочная. Потому что выставочный зал это некий сегодняшний день, это вот какие-то выставки, которые это актуально такое происходящее. А то это музейная часть, это немножко разные вещи, люди, может, тоже не их очень тоже понимают. периодически экспонировали, и это какой-то тоже планку держало. Ну да, собственно, но что повысилась планка, вот я как-то не знаю. Мне сложно, я не слежу, честно говоря, потому что слишком уже, вот есть когда уже, информационный поток уже, никакой, то есть нет, просто нет никакой информации оттуда, поэтому, что смотреть на что-то, что не дает тебе информации. В общем, как-то не знаю. Да, понятно, среда существует, когда там какая-то жизнь происходит. Я имею в виду и художественная, и политическая в данном случае. Политическая у нас... Может, к ней опять вернемся, раз много нельзя сказать про художественную нашу Нет, жизнь. единственное, что я скажу, что ты спросил вот насчет работы, я скажу, что все-таки, может быть, я не знаю, так надеялся, что все-таки контекст не так влияет, но, увы, вот это правило работы, контекст работает, то есть он неизбежно работает. То есть я, когда там находился не в Абхазии, я писал в совершенно темной мастерской, где все время искусственный свет нужен был. Но я работал, и много работал.
А вот я думал, ну что, у меня вот верхний свет есть, и я как бы мог бы писать. Но оказывается, контекст важен все-таки. И невозможно абстрагироваться от того, что на дворе, грубо говоря. Да? Поэтому вот хочешь не хочешь. У меня внутренне нет вот этого ощущения, что то, что я делаю, кому-то нужно. Вот это если коротко по творческой стороне. А теперь, может, там о политике, хотя какой я там политик. Ну, да? нет, Да. мы скромничаем, это нормально, и такой бы скромность всем остальным еще иметь, особенно тем, кто в политике в высших эшелонах. Но год у нас такой выборный, хотя по факту выборы будут в 2025 году, но это будет там февраль-март, скорее всего. Я думаю, там Новый год, там Старый Новый год, и поэтому как-то это скомкается, и я думаю, какая-то такой старт выборным кампаниям начнется там в октябре, в ноябре, вероятно всего. У тебя какие ощущения вообще от этих выборов? Как и раньше было. Я очень отношусь как-то прохладно к выборам, потому что это слово «выбор» здесь очень условно. Вообще, оно как-то, вообще вот этот механизм не очень понимаю, как это происходит, но всегда каким-то потом вдруг вот большинством там кого-то выбирают, хотя его, в общем-то, и не выбирали. Неожиданных приятностей не случается обычно. Им, по-моему, неоткуда взяться. Я так думал, да, ну вот кто бы вот появился, у нас такие фигуры есть политические, которые, ну вот, привлекают внимание, которые там, и насколько вот нашей ситуации уже, насколько вот придет там вообще, я не знаю, гениальный человек к власти. Мы уже в таком прокрустовом ложе, что вообще мы в состоянии что-то отсюда вообще двигать ручками, ножками. Без кардинальной ломки, а ломка это всегда больно и... Нет, мало того, мы все время забываем, какие гигантские внешние игроки, которые как-то так или иначе, но заинтересованы в этом, не знаю, благословенном, злополучном кусочке побережья. Да, другие же видят в этом только вот, как сказать. Ну, у меня, например, у меня очень яркие ощущения от выборов 2004 года, тоже такой юбилейный год, 20 лет с тех пор прошло. И вроде очень много, но и очень яркие ощущения от тех выборов у меня остались, когда, я думаю, как раз тогда мы развилку какую-то прошли, и тоже высокосный год, кстати говоря, был, тоже были выборы в Грузии, и то есть тоже, таких тоже очень много параллелей. Да. Да. Но я в Москве был, я не очень знаю, но я, собственно, когда и здесь, я тоже не очень вникаю. Ну, одна надежда на эту старую формулу, что первый раз событие как трагедия происходит, второй раз как фарс. Я думаю, все каким-то фарсом тут закончится. В политике фарс, он к хорошему все равно не приведет. Да. Ну, это значит, что Не, ну, это такая облегченная что? версия трагедии, грубо говоря. Поэтому... Ну, да. так, скорее всего. У меня, например, я пользуюсь случаем, ты вынужден будешь меня слушать, но я маленькую такую скажу. Но я знаю, что ты меня вообще приглашаешь, чтобы самому поговорить. Я рад, пожалуйста. Это у нас у ведущих такое хобби, ты знаешь. Да. Но я вообще сторонник того, чтобы реформу сделать. Для того, чтобы сделать реформы, их очень много в разных, и выборную реформу, и по полномочиям, и по структуре власти. Сделать это в таком поезде с машинистом, в данной ситуации, я хочу сказать, страна, которую президент возглавляет, достаточно сложная. И поэтому, может, есть смысл отложить выборы там, на год-полтора, провести вот эти все реформы и уже начать жить по новым правилам, которые, может быть, приведут или должны привести к коренным изменениям. Но, как ни странно, я уже как-то и писал, и даже говорил с какими-то политиками, и понимания никто не находит. Все считают, что их устраивает эта система, которая их, собственно говоря, породила, они ее менять не хотят. То есть, да, каждый президент новоизбранный делает конституционную комиссию по конституционным реформам, но она так и не доживает до конца его каденции. Что делать? Вот ты нашел у кого спросить. Я согласен, что ты больше об этом думал, и раз ты предполагаешь, что это так, то, наверное, так. Нет, примеры есть в Киргизии, в Исландии. Факт, что вот то, что у нас происходит, как каждый президент начинает себя царьком каким-то чувствовать, но это же, собственно, не, мы видим, да, то есть волей одного человека там решаются какие-то вещи, которые, я не знаю, мне кажется, что достаточно важные, жизненно важные. Да, исторического значения, чего ж там скромничать. Да.
Я когда об этом думаю, то есть я немножко же иначе на все это смотрю. То есть мне сложно вот погружаться в схемы какие-то, да, вот те же политическое устройство и так далее. Ну, я немножко... у меня другое полушарие, понимаешь, больше работает, и образность какая-то. И вот оно как-то видно, у меня сразу какие-то образы возникают. Вот я думаю, вот эволюция вот этого региона, да, то есть вот мы, народ, абхазский народ, который формировался, это же Бог знает, вот, то есть нет даже версии откуда, да, вот считается автохтонным. Когда нет версии, тогда считается автохтонным. Понимаешь, то есть какие там тысячелетия насчитывает. А потом приходит один человечек, да, и вот он там раз и ставит крест на вот этом многовековом каком-то, да, то есть так или иначе это язык развивался. Вот это пренебрежение вообще к языку сейчас, которое... Вот меня больше эти вещи... Я вот просто смотрю и вижу, что вот наш проект, он просто схлопывается вот на глазах. Я боюсь, что я буду свидетелем вот в моем уже преклонном возрасте. Ну, понимаешь, вот эти вещи. И когда эти люди, которые вдруг... Они как-то очень биологически существуют. Для них вот это какая-то духовная, нравственная составляющая, я уже повторяюсь, конечно, но она вот как будто вообще отсутствует. Ну нельзя простыми материальными... Человек, даже отдельный человек, он очень сложно устроен. И на нем настолько сложно завязана вот эта деятельность, остальная деятельность. А у нас такое ощущение, как будто здесь вот это все направлено только там, вот, чтобы наполнить вот это. Центр управления сместился чуть ниже. То есть и все, понимаешь, а человек сложнее, это один человек. А естественно, если это государство, естественно, оно также сложно устроено. А если это еще и в государстве маленького народа, который... Ну, в котором все должно быть, да, но он такой же, вот, маленькое животное, да, большое животное, там все равно должна быть некая, да, конечно. И там, естественно, там маленькое животное, оно там живет или там в своем развитии, вот эволюционном, оно там ниже стоит, но тогда на него природа на себя взяла какие-то функции, у него вынесены функции. То есть он работает через вот эти инстинкты, и ему не нужно в голове иметь это все. И чем выше эволюционно, да, находится существо, тем больше ответственности на вот принятие решений. И ну, это в природном мире так. А человек, как считается, вот он вершина. Вот это. Вот человеческий мозг это и есть самое большое эволюционное достижение. Вот. И, конечно, не может быть там простого, у тебя тебе больше вот сказано, да, вот отведав вот этот, и познаешь, что такое добро и зло. Человек же там вкусил вот это яблоко. Сложность мира поймешь, да. Все, на тебе очень много ответственности теперь. Ты должен это все принимать решение сам. Ну а как до них донести? Они же не... Вот я не знаю, 100 передач таких сделать. Они, во-первых, вряд ли их смотрят. Может, те, кто их выбирает, смотрят, но я думаю, тоже не большинство. Поэтому они выбираются другим большинством. Как на это повлиять? Нет, я вообще думаю, вот я все-таки открыл рот, да, потому что я до этого хотел молчать, потому что я смотрю, что ну и просто вот молча уже наблюдаю. Но как и кому что сказать, да я даже не знаю. И вот это... Ну, как минимум, ну, если уж так, извини, тоже, может, не скромно, у нас какая-то такая миссия интеллигенции, мы как минимум должны это все-таки артикулировать. Потому что «Титаник» тоже тонул, единственный, кто там занимался своим делом, это музыканты, которые продолжали играть. И оставались, ну, такая метафора, может быть, не очень веселая, но я, собственно говоря, поэтому, я знаю, ты не очень хотел приходить на передачу, мне все-таки важно, чтобы у какой-то категории людей была возможность услышать и вот такие точки зрения. Ну, знаешь, тут одно из двух. Вот если либо да, ты решил о чем-то говорить, то, может быть, есть какие-то темы. Конечно, есть свое мнение. Конечно, варишься в своем соку, мысли, вот они крутятся, это никуда не девается. Возвращаясь к тому же, то есть я смотрю какие-то, например, там подкасты о искусстве, там, ну, много чего есть. Есть и, кстати, и научные много интересного, там, о человеке, о психологии, да. Вообще обо всем. То есть много очень интересно смотреть. Но, тем не менее, вот это возвращаясь опять к тому же, вот он прочитывает алгоритм, да, и вдруг всплывают какие-то, и просто уже по картинке там и по тексту ты видишь, что да, и вот возвращаясь к политике и о том, как изменился вектор вот грузинской политики, вот у них при этом как бы ругают эту власть и так далее, но тем не менее, абсолютно четкая вот эта вот направленность сейчас, и появились какие-то они отдельные блогеры, и они прямо святее папы сейчас.
Я вообще диву там, да, С пиаром у них всегда было все хорошо, собственно говоря. Там вот мэр города Тбилиси сейчас заявил, что срочно хотят памятник Ираклию II сделать, который Георгиевский трактат подписал. У меня такая шальная мысль всегда закрадывается, а вдруг выиграют не те. Что будет с памятниками, с этими блогерами и вообще с национальным сознанием соседей, которые вот очень... У нас вообще эта поспешность памятников, она, это, по-моему, всем присуща. Быстренько, срочно увековечить. Это наш ноу-хау. Да, и нам, по-моему, нам уже и какие-то знаки тоже показаны. Но мы стараемся их как бы не замечать, но все-таки опять масштабы несоизмеримы, там, допустим, Абхазия и Грузия, да, и, естественно, интересы России. Если это будет охватывать там вот какой-то больший масштаб, там, территориально, да, потому что геополитически понятно, да, что лучше, да, поэтому нас вообще никто ничего не спросит. Вот. И поэтому, а мы вот при этом какую-то, все это хорошая мина при плохой игре, или то есть все изображаем из себя, вместо того, чтобы... А есть же очевидные признаки этого, например, приезд сейчас в Абхазию там, чиновника очень высокого уровня российского, я уже не представляю, честно говоря. Ну, это уже тут еще и до этого, тут уже есть все это всякие шло, эти маркеры. и там президента встречают тоже не первые лица, это все как-то... Это о звоночках, как говорится. Это только глухой уже эти звонков не слышит, или страус, который там, вот мы как страус там засунули голову в песок и празднуем какие-то, вот мы говорим, ну главное, чтобы формально мы пока все это называем. Кстати, говорят, даже те же наши паблики внутренние, там интернет-ресурсы, я уже не говорю про телевидение, это тоже притча во языцах. А как мы обсуждаем свою повестку здесь? А мы говорим с тобой о том, что ее надо как-то вовне еще ретранслировать. Мы ее внутри не обсуждаем. У нас о чем у нас вообще информационное поле? Ну, я не говорю там отдельные паблики, там оппозиционные или там независимые и так далее. То, что связано с государством. О чем они? Ну да, у нас, я не знаю, я думаю, что там это, конечно, есть там финансируемые, во-первых, это же информационная война. У нас же мы не подписывали мирный договор, как я понимаю, правильно? Поэтому, а информационная война, это такая же, это война, она требует денег. Если ты деньги на фейерверки тратишь, лучше потрать на то, чтобы у нас, потому что, ну как, свято место пусто не бывает, и потом эмоции у людей, да, и вот малообразованный молодой человек, он там, ему обидно за свою родину, он там начинает и посмешищем выглядит. А что в этом хорошего? А давай, у нас есть как-то и подготовленные более историки, умеющие там что-то ответить, и, ну, я не знаю, как-то транслировать, конечно, свою правду. Потому что это, вот оно ж пусто не бывает. Да? И оно заполняется. И что это лакуна? Чем она заполняется? Она заполняется вот совершенно... Я же вот, ну, смотрю, я не могу их смотреть. Другое, потому что там вот токсикоз такой, там невозможно это смотреть. Я по чуть-чуть вот и понимаешь сразу. Там украинские есть блогеры, и там у них подкасты целые, которые прямо на этом вот специализируются. Ну, это... Там стримы есть, да, где вот специально там такой рандомный какой-то, как бы с ним, и он с ним в полемику вступает, ну это же... А потом это превращают в посмешище, мало того, это еще монтируют. Мне сейчас присылают там из ТикТока явно смонтированный кусочек, а я видел вот это интервью, оригинал, он там совершенно... Да. И этот стример, он сам там совершенно, он украинский какой-то, и он какого-то полубелорус, полуабхаз как бы. Ну, парень молодой, и он, видно, что не в Абхазии находится, ну, более-менее информирован, но все-таки это не тот уровень, во-первых. А во-вторых, вот они даже его слова передернули и в ТикТоке пустили, и это там под все вот эти смайлы манипуляция и прочее. Это сейчас один из основных инструментов, конечно. Так сейчас тем более серьезно надо к этому относиться. А у нас как-то все это вот так, на самотек, все это там брошено. И вообще у нас думающая молодежь вообще как-то брошена. Мало того, что брошена, так еще ее и тут как-то треплют. Кровушку им попивают. Там вот эти молодые люди, которым неравнодушно вообще. А другим дали вот этого басту, и они говорят, ох, вот все, прямо... А мне их жалко, что если они как это, слаще морковки ничего не ел, тут просто и даже взрослые тут все там радостно комментируют и просто потрясены. Там, Господи, я думаю, как мало вы видели, получается. Ну, да, прям жалко. И это что-то вкусы. Тоже это показатель, конечно. О вкусах, это опять же о вкусах. Я против ничего о нем понятия не имел, ну, посмотрел так, в общем,
Я против ничего. Но все это, во-первых, превращено в политику здесь. Это вот говорят, вот видите, вам дали, вот он хороший. Ну да, если бы вот этого еще не было Да. акцента, этой А кто-то обертки, говорит, вот вам все не нравится. оно не так восприняло, потому что... А потому что уши торчат Да, оттуда да, длинные. да, Ну и, да, конечно, как да. я должен воспринимать? И на фантике определенные лозунги и лица нарисованы. А я очень хотел вот вернуться к теме, оно вот сейчас перекликается о вкусе, потому что вкус надо формировать. Вкус надо формировать. Я бы вот этому, вот если у нас остаток есть какой-то времени, да? Да, но помнишь, мы договорились как раз поговорить о вкусах, вот какой город, как мы как курорт Да. себя позиционируем, какой он, если вот такими грубыми мазками вот такого художника. Вот я рисовал. сейчас возвращаюсь как раз к этому. Вот через что формируется вкус? Где вот, ну, там какие-то концерты, там редкие, пафосные, опять очень все это торжественно, может быть, это, наверное, хорошо все, но вот у нас элементарно... Дороговато по нашим временам. Ну, оставим сейчас это в покое. Вот эта набережная опять одинокая, да, там единственная. И вот там вот эти уличные всякие, я не знаю, там они пытаются как-то озвучить. Менестрели, так скажем, красиво. Дайте мне денег через какие-то там вот звуковые формы, потому что там иногда эта музыка сложно назвать. Там какая-то девочка унылая, ты помнишь, ее в эту дудочку там 2 ноты какие-то дудела, и так думаешь в петлю, и вот куда от нее деться? Ну, тоску нагоняла смертно. Сейчас там этот какой-то... Она табуреточку подставляет под эту петлю. Вот этот блеющим голосом, во-первых, репертуар. То есть у нас когда-то, вот я помню, были даже у колоннады, вот Миша... Да, камерный оркестр играл, Да, хотя бы, вот они вместо вот этих фейерверков, вот дали бы денег, они бы за самые малые деньги сыграли бы, потому что Военный они оркестр энтузиасты. даже ходил когда-то. Да, И да, это вот. было там раз в месяц, но это красота была. Пусть вот, ну пусть они им, вот, ну какие там деньги, вот они гораздо дешевле, чем эти фейерверки, я уверен. Ну пусть бы вот они бы играли бы, а они вот эти низкопробные. Во-первых, я не знаю, я во всем мире не был, но я знаю конкретно страны, где все-таки вот городская власть, у них есть художественный совет, но там приглашенные могут быть. Ну, регуляторы Вот, какие-то. Да. И человек, который говорит, что я буду там, он должен получить лицензию, элементарно. Это все просто. И казне хорошо, да? Вот город получит, вот он хочет, он же с чем попало не пойдет. Если он заработает на этом, он готов купить эту лицензию. И все, я даже видел там конкретно уличный музыкант, у него прямо такая табличка, номер лицензии, и там срок действия, то есть вот он ее приобрел, и все, и он играет себе там. И репертуар проверяется. Вот мы говорим о вкусе. Вот там идешь, этот парень мимо нот поет в микрофон. А ты ходишь, тебе другого места нет, ты должен там пройти. Уши И царапают, я, например, говорят. чувствую, что теперь делать? Заткнуть уши? Вот как быть? Не ходить на набережную. Вот ты понимаешь, что вот это последнее место, и я должен там лавировать. Тут аудиально тебе, тут тебе под ногами эти машины снуют. И вот я должен вот там свою находить вот эту какую-то вечернюю прогулку. Вот в этой ситуации. Ну, Сложный вот- маршрут получается. нет, Прогулки. речь вот опять о формировании вкуса. Вот на чем эту молодежь, вот как их воспитывать, как развивать вкус? Вот это одна из деталей просто. Ну, эти вещи же, они такие неосязаемые, может быть, как вот они привыкли там решать эти проблемы. Хотя мы и осязаемые проблемы тоже не решаем. Но что-то вдохновляющее скажи. Ну, вдохновляющее, что сказать? Ну, вот как оно есть, вот все рассчитано на какой-то очень, ну, какой-то площадной уровень всего. Вот репертуар там, вообще все эти вот развлечения и так далее, оно все носит вот какой-то, я не знаю, какой-то мишурность какая-то во всем, балаганность такая. И, ну, да, понимаешь, тут сошлось эти, как сказать, предлагающие услуги и те, кому они, вот они примерно на том же уровне, потому что вот эта масса приезжающая, это такой вот клиент у нас сейчас. Но надо же бороться за вообще качественный Да, и народ. его в какой-то мере можешь формировать тоже. И уж не Конечно, говоря об ты экспорте будешь своих. предлагать, и на это предложение найдется уже тогда. А если ты вот это предлагаешь, вот такой клиент и будет. А как? Поэтому, ребята, все в руках вот общества. Я не знаю, а что у меня, какие напутствия? Нет, Слушать хорошую музыку, делать хорошие вещи. я понимаю, что дать какой-то четкий, простой, легкий рецепт тем проблемам, которые у нас есть во всех областях, которые мы так вот галопом по Европам прошлись,
Практически невозможно, а главное, никто этим даже не занимается. Нет, конечно. Но у нас очень атомизировано общество, и каждый занят вот своим личным. Это такой очень такой примитивный эгоизм. Ну да, такое В итоге это не составляет общество. Вот такие единички. Торжество, это единоличник, это Да. по подъездам нашим видно, когда у каждого Да. индивидуальная водяная труба, у каждого отдельная канализация, у каждого отдельный кабель лежит. И в этом это дьявол вот в модель. мелочах, да, вот эти Да. мелочи, которые... И в этих автобусах с отдыхающими, которые привозят на площадь и показывают сгоревший Совмин, ну, 30 лет уже не та дата, которая позволяет как-то говорить, что это вот это наш исторический там памятник или еще что-то. И так Ну, мы далее. можем сделать вид, что специально оставлен. Не, можно как назидание. Рейхстаг сделать в Да. Берлине, конечно, часть оставить в таком виде, но какую-то остальную часть как-то надо все-таки облагородить и Это, достроить. кстати, Фостер, по-моему, там делал, нет? Не, Этот не- там новый купол, вот Да. этот, он стеклянный, он Да. вот, это, там отдельное такое архитектурное. Да, Ну, прощаться мы будем все равно с надеждой, как бы мы ни пытались мрачную картину тут дорисовать, потому что надежда должна быть все равно, и само существование, допустим, вот и твой приход сюда сейчас в студию этого проекта, мы все равно должны делать свое дело. Это такая немного экзистенциальная такая роль может быть, но я думаю, что без этого тоже вначале было слово, я исхожу из этого. Спасибо, что ты пришел. Я надеюсь, еще придешь не раз. Ну вот я думаю, что тогда я тоже как бы последнее слово скажу, что может быть тогда как-то, если это вот как подкаст существует, уже чтобы какие-то конкретные темы, потому что мы очень объять-необъятное стараемся, понятно, потому что все это внутри, но можно разложить по конкретным темам, и вот как подкаст. Ты анонсируешь отчасти какие-то наши такие разговоры вне эфира нынешнего. Ну, я думаю, да, почему бы нет. Так что, может быть, ожидайте чего-то нового еще в нашем информационном пространстве. Адгур, спасибо, что пришел. Спасибо, что поговорили откровенно, как мы, собственно говоря, часто делаем и так, каждый день почти. Но тут очень важно перед зрителями, насколько это возможно, поговорили о тех проблемах, которые волнуют нас и которые должны волновать очень многих, я думаю. Тогда, может, найдется выход. Спасибо, смотрите «Битый час».